Это Тандыр Медиа, издание здравого смысла. Меня зовут Дмитрий, всем добра. Начнем с позитива. Поздравим нашего президента Садыра Джапарова. У него новый вертолет. Возможно, не совсем новый, чуть подержанный, но качество у него отличное. Вот он на фото в селе Каракульджа Ошской области. Глава нашей страны совершает в эти дни рабочую поездку и заодно обкатывает свежий вертолет. Кстати, именно этот летательный аппарат был выставлен на продажу в Facebook-группе Helicopter Marketplace в сентябре прошлого года. Вертолет VIP-класса Leonardo AW139, видимо, нашел своего нового хозяина. Мы рады представить вам эксклюзивное предложение. Вертолет Leonardo AW139 2019 года, серийный номер 41560. Стоимость $11,5 миллионов. Основные характеристики. Конфигурация на 7 пассажиров, из них 5 VIP. Базируется в Северной Америке. Очень малый налет. Один владелец. Система защиты от столкновения с проводами. Аварийные поплавки для посадки на воду. Премиальный VIP-интерьер. Основной ротор с отлично видимой окраской. Годовая инспекция в июне включена. Контактное лицо Рэнди. Спасибо вам и желаю фантастического дня. Сейчас Leonardo AW139 летает под новым названием T7 iCool. Возможно, эти буквы означают «Иссык-Куль», а возможно, никакого смысла в них нет. Но именно эта надпись подтверждает, что это именно тот вертолет, который продавал Рэнди на Фейсбуке в сентябре прошлого года. Дело в том, что серийный номер вертолета T7 iCool, судя по международным базам 41560, это тот же номер, что указан в объявлении о продаже за $11,5 миллионов. Тот факт, что наш президент летает на надежном и удобном вертолете, это бесспорно позитивная новость. И те, кто с этим согласен, пишите комментарии и ставьте лайки. А я добавлю позитива. На $11,5 миллионов можно построить примерно 3 средние школы в Кыргызстане, каждая из которых сможет принять от 500 до 700 учеников. Очередная порция задержаний сторонников отставного и отмененного бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Во-первых, под стражу взят бывший заместитель Ташиева Тимур Шабданбеков, а вместе с ним еще 6 сотрудников ГКНБ. Их подозревают в злоупотреблении должностным положением. Я напомню, что военная прокуратура сейчас рассматривает 386 заявлений от граждан на действия сотрудников ГКНБ. Все эти заявления были написаны после отставки Ташиева, и большинство из них связаны с захватом бизнеса или так называемой кустуризацией, проводившейся с благословения Ташиева. Накануне, напомню, был задержан другой бывший заместитель Ташиева Даниэль Рсалиев. Следующий арестант дня – это бывший заместитель председателя Госагентства по управлению госимуществом ГАУГИ Бекзат Абдикахаров. Тоже постаралась военная прокуратура. Вместе с ним опять же взяты под стражу причастные сотрудники спецслужб, в том числе бывший замначальника управления ГКНБ по Нарынской области и начальник отдела по борьбе с кибермошенничеством, экс-начальник антикоррупционного отдела. Бекзат Абдикахаров занимал должность замглавы ГАУГИ с июля 2025 года. И, наконец, самое интересное задержание. Взят под стражу Акылбек Маматов, генеральный директор сети автозаправок Red Petroleum, сообщает Кактус Медиа. Он же сын более известного Абдимуктара Маматова, экс-депутата Джугурку-Кенеша, человека, имевшего тесную связь с Камчыбеком Ташиевым. Семья Маматовых владеет в Кыргызстане несколькими крупными компаниями в нефтяном секторе. Журналисты отслеживали их деятельность как минимум с 2015 года. И при Атамбаеве, и при Сооронбае Джейнбекове, и при Садыре Джапарове нефтяные магнаты Маматовы выигрывали крупные государственные тендеры, имели сильное лобби в парламенте в лице главы семейства Абдимуктара Маматова, который, будучи депутатом, возглавлял профильный комитет парламента по топливно-энергетическому комплексу. Интересно, что задержанный Акылбек Маматов являлся также вице-президентом Кыргызского футбольного союза, президент которого все тот же Камчыбек Ташиев. И, кстати, до сих пор именно он. Впрочем, в руководящем органе футбольного союза немало других известных бизнесменов,
которые, вероятно, не могли отказать Ташиеву и добровольно вступили в этот союз. Там же, к примеру, хозяин Дордоя Оскар Салымбеков или гендиректор компании «Шоро» Кайрат Эгембердиев и еще известные банкиры и нефтяники. Насколько полюбовной была их связь с Ташиевым, судить трудно, сами они об этом говорить тоже не будут, бизнес любит тишину. Но один из руководителей футбольного союза особенно близок к Ташиеву – это Канатбек Абдыкадыров, тоже вице-президент КФС. Напомним, он пытался вылететь из Бишкека вместе с Ташиевым в феврале этого года, но был остановлен на границе. Абдыкадырова называли бизнес-партнером Ташиева. К примеру, известно, что именно его компания ОСО Джал Групп Азия построила футбольную академию Барса в Джалалабаде. И сейчас строит такую же в Бишкеке на территории в 17 гектаров золотой земли в предместье Артасай. Тут самое пикантное в этом проекте то, что, во-первых, компания Джал Групп Азия получила этот участок бесплатно от государства. Во-вторых, от того же государства получила значительные налоговые льготы. А в-третьих, построят на этих 17 золотых гектаров не только Академию Барселоны, но и также бизнес-центр, отель и около 10 многоэтажных жилых домов с самыми что ни на есть элитными квартирами. Какова теперь после отставки Ташиева судьба этого лакомого куша, неизвестно. Будет ли достроена Барселона в Бишкеке и вместе с ней отели, бизнес-центр и элитки на 17 гектарах Артасая, тоже неизвестно. Но, скорее всего, все со всеми договорятся и все все вышеперечисленное достроят. В Джугурку-Кенеше новый депутат. Сегодня глава ЦИК Тынчтык Шайназаров вручил мандат и значок народного избранника Улану Сариеву, кандидату по избирательному округу номер 19. Сариев пришел на освободившееся место депутата Абдылдабека Эгембердиева, который сдал мандат по каким-то личным причинам, как и несколько других депутатов до него. Улан Сариев в 2021 году избирался в бишкекский горкенеш от партии Интымак. В 2023 баллотировался в Джугурку-Кенеш. Однако там что-то пошло не так во время избирательной кампании, и ГКНБ возбудил на Улана Сариева уголовное дело, вроде как за подкуп голосов. Да, слушаю. Алло. Ага, я покажу. Вот он вообще, когда наберевается начальный регион? Будете, если какой-то проект будет или что? Сами даже еще не ломано. Сюда? Что ли, сейчас? Нет, И самое главное, что сделали это все. Это... эти депутаты что мне говорят? Ну, или говорили, это делаю. Я с ним уже 15 лет. Я ничего не говорил, а все здорово. Я записаться, я не буду пожалуйста. Ну, вот, после насчет этого, там еще что-то. Лагерь жалосында он отелге барып туып алган. Тап немеде жана Газпром заправкторго Кумбаевда больницанын жанында. Мен агырдын чалып буга так сизде неме болуп турбайбы, адамдар болуп турбайбы? Алып келип турган. Машина керек болсо айтпай деп айтайын дегем да.
Интересно, что на тех выборах Улан Сариев занял второе место по Ленинскому одномандатному округу. Однако в Джугурку-Кенеш из-за этого уголовного дела не попал. Во время расследования получены неопровержимые доказательства в виде попытки подкупа избирателей во время агитации, использования денег, не заложенных в избирательном фонде, злоупотребления административным ресурсом и подвоза избирателей кандидатам в депутаты СУА. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 196 «Подкуп голосов избирателей УК-КР». И вот тут мы имеем дело с очень интересной вилкой. Если он действительно подкупал голоса избирателей, было возбуждено уголовное дело и была судимость, то сейчас он не имел бы права получить мандат депутата. А раз он получил мандат депутата, значит судимости не было, значит уголовное дело в 2023 году было возбуждено безосновательно, скорее всего прекращено, и значит он никаких избирателей не подкупал, и значит еще тогда имел право получить мандат депутата. Тем более, что его конкурентку на тех выборах, Дамиру Ниязалиеву, получившую первое место, тоже отстранили. В общем, в этой ситуации у нас только вопросы. Ну а пока Улан Сариев, в недавнем прошлом фигурант уголовного дела по подкупу голосов, получает депутатский мандат, другой кандидат, Чингиз Айдарбеков, до сих пор не получил ни мандата, ни какого-либо отказа от ЦИК. Ситуация щепетильная, уже прошло больше месяца с того момента, как депутатское кресло стало свободным. ЦИК говорит о каких-то проверках биографии Айдарбекова. Сам Айдарбеков требует ответа. Некие неизвестные распространяют компромат на него, а следователи ГСУ МВД приглашают его на допросы. В итоге сегодня вечером к нему пришли с обыском. Об этом сообщило издание «Кактус Медиа» со ссылкой на источники в МВД. Обыски, возможно, связаны с некими уголовными делами, имеющими отношение к Чингизу Айдарбекову. А президент Садыр Джапаров вновь вполне резонно напомнил о роли Джугурку-Кенеша и о том, что депутаты должны сами поднимать свой статус. В качестве примера того, как не следует делать, глава страны привел некоего депутата, который спорит с инспекторами ГАИ и поднимает в Джугурку-Кенеше вопросы на 300 сомов. Ну, вы поняли, о ком идет речь, и Эрулан Кокулов наверняка тоже понял. Избираете своего парня из села, а потом он спорит с инспекторами ГАИ и поднимает в парламенте вопрос на 300 сомов. Депутат должен поднимать проблемы на 3 миллиарда и 3 миллиона сомов. Вопросы государственного масштаба. Мы дали вам свободные выборы. Вы сами отправляете своих представителей. Власть не вмешивается. Учителя и врачи не участвуют в агитации. Теперь нужно привыкнуть к этому и не продавать голоса, не выбирать по знакомству. Нужно избирать молодых, энергичных и грамотных людей. Жители Бишкека сняли на видео, как из столицы на грузовых тралах вывозят старые троллейбусы, распиленные на куски. Зрелище было завораживающим и нелицеприятным, особенно после всех обещаний мэрии Бишкека сделать из троллейбусов электробусы или передать старые троллейбусы в Ош и Нарын. Очевидцы дали волю своим предположениям. Посмотрим вместе. Вот троллейбусы порезали на металл, возят. Кто там говорил, электробусы будут с них делать. Вот 9-й троллейбус повезли. Почему ты уверен, что 9-й? И 9-ка троллейбус, сзади 7-ка троллейбус. Какие электробусы с них делают? Все, троллейбусы поехали в Карабалту на переплавку. Вот троллейбус 9-й. Уже порезали на металл. Что там мэрия говорила? Джалабад передадут, электробусы будут делать. Вот, возят троллейбус. Еще 7-й троллейбус повезли. Ну и уже после публикации этого видео пресс-служба мэрии Бишкека прокомментировала агентству 24KG информацию о вывозе троллейбусов в разобранном виде. Там заверили, что все нормально, что старые троллейбусы вывозят в Ош и Нарын, как и предписано постановлением правительства. А уж в каком они виде будут переданы Ошу и Нарыну, это вопрос второстепенный. И мэрии Бишкека он не касается.
Распространенная видеоинформация о переплавке не соответствует действительности. Речь о транспортировке имущества, которое официально передано в государственную собственность и закреплено за другими муниципалитетами. Власти напомнили, что передача 100 троллейбусов осуществлена на основании постановления Кабинета министров от 6 декабря 2024 года номер 738 и решения Бишкекского городского Кенеша от 29 августа 2024 года номер 152. В соответствии с документами технику передали в распоряжение мэрии городов Ош и Нарын. В мэрии подчеркнули, что данные постановления вступили в законную силу и обязательны к исполнению, а их отмена не входит в полномочия профильных городских служб. Ну и добавили в мэрии Бишкека, что ответственность за дальнейшую эксплуатацию и обслуживание переданной техники несут принимающие муниципалитеты. Ну, то есть, простыми словами, собирать вот эти уже основательно ржавые конструкторы будут сотрудники мэрии Оша и Нарына. Не совсем понятно все-таки, зачем нужно было их пилить на куски. Ну, возможно, пытались все-таки сделать электробусы. На сегодня у меня все. Желаю вам чистого воздуха, комфортного общественного транспорта. Не забудьте посмотреть выпуск на кыргызском языке с Перизат Бурхан. Ссылка на этот канал есть в описании. Там же вы найдете и другие наши платформы. Всем вам мира и добра.